Здравствуйте, уважаемые ребята! Меня зовут Гильманова Галия Рафаиловна. Я доцент естественно-географического факультета Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. И сегодня приглашаю вас к разговору о проектной деятельности, об исследовательских работах, об их сходстве и различиях, о правилах оформления и презентации. Если вас приглашают принять участие в конкурсе проектов, либо в конкурсе исследовательских работ, на что следует обратить внимание в самом начале. Если вы хорошо учитесь по разным предметам, то, как правило, вам предложат участвовать в подобных конкурсах учителя разных дисциплин. Поэтому оцените, во-первых, собственные возможности, на что вы готовы потратить свое время и силы. Выберите ту область, в которой вы больше всего разбираетесь, то есть в которой вы более компетентны. И подумайте, что особенно интересного вы можете сделать именно в этой области. Начните с чего-то одного. Успехом будущей работы будет являться четкость и конкретность постановки цели вашей работы, определение планируемых результатов, адекватная оценка исходных данных, то есть что у вас есть на старте уже сделанного, и стоит задуматься о том, что вам придется потратить время на выполнение вашей работы. Самым сложным является определение темы работы. От этого зависит больше половины успеха, на мой взгляд, потому что если где-то уже в середине пути окажется, что выбранная вами тема не актуальна, не интересна вашим друзьям, не интересна коллегам, с которым вы рассказываете о начатом вами пути, то от неправильно выбранной темы может зависеть неуспешность вашей работы в целом. Поэтому уделите этому время и постарайтесь правильно сформулировать ту суть проблемы, которую вы предполагаете решить в вашей работе. На что хочется обратить внимание, какие здесь бывают ошибки. Многим темам присваивается, многим проектам присваивается имя собственное, какое-то звучное, лаконичное, короткое имя. Вот оно должно полностью отражать суть работы, которой вы посвятите значительную часть вашего времени. Имя, собственно, должно отражать суть. Например, была работа с красивым названием «Кружевная нить Белорецка» в конкурсе. Конкурс был краеведческий, поэтому первые ассоциации, которые были, например, у меня, это связано с чем-то, с ткачеством, с вышивкой, кружевная нить Белорецка. Оказалось, работа посвящена узкоколейным железным дорогам. Поэтому, пожалуйста, при выборе темы, формулировки, старайтесь отразить в ней суть дальнейшей работы, которая будет представлена за титульной страницей. Когда вы выберете тему, либо в процессе выбора темы, постарайтесь поставить перед собой 5 вопросов и найти на них ответы. Первый вопрос. Почему это важно для меня лично, эта тема, эта работа? Тем самым вы сможете сразу сформулировать проблему и обосновать ее актуальность. Второй вопрос. Зачем мы это делаем? Ответ на этот вопрос поможет вам определить цель вашей работы. Третий вопрос. Что для этого мы делаем, чтобы достичь поставленной цели? Тем самым вы сформулируете задачи, решение которых необходимо для достижения поставленной цели. Четвертый вопрос. Как мы можем это сделать? Ответ на вопрос «как» позволяет определить способы и методы планирования вашей работы. И пятый вопрос. Что получится в качестве решения проблемы? Это формулировка ожидаемого результата. Если вы на все 5 вопросов сформулировали ответ, значит ваша работа является проектной. Если на какой-то вопрос ответа нет, а чаще всего это последний вопрос, значит ваш выбор не является проектом. Поскольку у проекта есть конкретные отличия, он направлен на реализацию точно поставленной цели. Ожидаемый результат известен в самом начале, то есть на старте при формулировке темы. Исследовательская работа не дает нам ответа на вопрос, что является результатом данной работы. У проекта, кроме того, есть еще несколько критериев. Проект должен отвечать принципам
измеряемости, достижимости и возможности. То есть ту работу, которую вы себе планируете, она может быть посчитана, она должна быть достижима, и вы должны обладать возможностями для этого достижения. Ну, условно говоря, если мы ставим себе проект проведения Всемирного фестиваля, это недостижимый проект на вашем уровне, потому что ваши возможности сегодняшние не позволят вам провести Всемирный фестиваль. Хотя для какой-то другой целевой категории этот проект вполне достижим, но это не ваш проект. Что касается измеряемости. Проект должен иметь конкретные ограниченные временные рамки, то есть установленный срок выполнения. Мне для выполнения этой работы нужно полгода, 3 месяца, 2 недели. Но, как правило, очень краткосрочные проекты, они недостаточно оцениваемые, что ли. То есть, если вы можете сделать что-то очень быстро, это не проект, это разовый опыт. То есть вы поставили один опыт и получили какой-то результат. Но очень сложно назвать его результатом вашей проектной деятельности. Любой проект имеет ограниченные ресурсы, выделенные на его проведение. Это могут быть инфраструктурные, то есть вопрос, что нам потребуется для выполнения работ. Это могут быть человеческие ресурсы, кадровые, как мы их называем, да, кто нам еще нужен для выполнения этого проекта. Это понимание финансовых затрат, финансовых ресурсов на то, сколько будет стоить тот или иной этап проекта, потому что, как правило, любой проект предполагает смету. Учебные проекты, все равно в них должно быть понимание, что затраты определенных ресурсов, они измеряемые. Проект переводится с латинского как «брошенный вперед». Проектирование – это процесс создания продукта, прообраза предполагаемого объекта. Объекта, о котором мы знаем заранее. Если же мы будем говорить о втором процессе исследования, то это процесс выработки новых знаний и получения заранее неизвестного. Вот отличие проектной деятельности и исследовательской деятельности именно в результате. Результат проекта известен на старте, результат исследовательской работы может быть получен только в ходе самого исследования. С чего же следует начать? Если мы говорим о проекте, то он предполагает в стандартном подходе 6 основных этапов. Это постановка цели, планирование распределения заданий работы с учетом выбранной темы и направления, практический этап, сбор и обработка данных, получение нового результата за счет выполнения определенных действий. Следующий этап – аналитический, сопоставление то, что получилось, с тем, что мы планировали. Контрольно-корректировочный этап – анализ успехов и ошибок и исправление, корректировка проекта при необходимости. Ну и заключительный этап – это защита вашего проекта, то есть обоснование полученного вами результата на соответственно поставленных целей в самом начале. Признаками хорошего проекта можно назвать несколько категорий. Первое – это есть такая формулировка SMART от первых букв английских наименований. Признаками хорошего проекта являются точность определения, четко обозначенная цель, измеримость практического результата, о чем мы говорили, достижимость результата за отведенный срок и при ваших возможностях, определенность во времени и еще один момент – это значимость результата и процесса для заказчика. У каждого проекта есть заказчик. Это либо вы, либо та целевая категория, на удовлетворение потребностей которых направлен ваш проект. Как правило, проекты носят социальный характер, они нужны кому-то. И иногда проект называют комплексом 5П. Это проблема, проектирование, поиск информации, продукт и презентация. Поэтому в качестве шпаргалки вот этот слайд вам может пригодиться. Перепроверяем, есть ли у вас ответы на эти вопросы. Если по всем идете с положительным ответом, значит вы работаете над проектом вполне успешно. Какие же недостатки могут быть у проекта, если он составлен с неправильными подходами? У вашего проекта нет заказчика.
Для кого вы делаете эту работу? Если этого ответа нет, то появляется слабое место в вашем проекте. Второй момент. Вашему заказчику проект не нужен. То есть вы решили, что он нужен данной категории, кому-то, да, он нужен там вашим родителям, он нужен учащимся первого класса, а у самих первоклашек спрашиваете, да нет, не нужно им это было. То есть понимание необходимости и потребности заказчика – это важная составляющая проектной деятельности. Одним из слабых мест может быть то, что проект не соответствует требуемому уровню знаний вас как разработчика. То есть на данном этапе он для вас сложен. Вы поставили себе задачу, которая на данном уровне перед вами невыполнима. Это тоже может оказаться слабым местом, когда вы замахнулись на более сложное, нежели можете сейчас преодолеть, достичь, выполнить и так далее. Также проблемой может оказаться, что трудоемкость проекта меньше выделенных или планируемых ресурсов. То есть вы запланировали слишком много. Как правило, эта категория ошибки идет для проектов, которые подаются на гранты. То есть вы запланировали большую сумму, вы расписали, что вам все это нужно, но по факту, когда эксперт оценивает, он видит, что выполнить его можно за гораздо более ограниченные ресурсы. Поэтому это тоже может оказаться в недостатках вашего проекта. Еще один из недостатков то, что результат проекта невозможно будет измерить. Как правило, это связано с формулировками, в которых нет цифр. Улучшить качество обслуживания. Как мы измерим, улучшилось качество или нет? Повысить эффективность работы. Если вы не показали, в какими параметрами измеряется эффективность работы и повышается, то тоже невозможно оценить и измерить результат данного проекта. Ну и еще одна из ошибок, когда результат ценен только для конкретного заказчика и его нельзя тиражировать. То есть ваш проект остается единичным. Как правило, интересны те проекты, которые можно потом умножать, распространять, и это называется словом тиражировать, пускать в тираж. Поэтому на эти недостатки стоит обращать внимание, когда вы подаете грантовый проект. Для учебных это вам только шпаргалка, для конкурса проектов в рамках школьного какого-то мероприятия, возможно, это будет не критично. Если мы же говорим об исследовательской работе, то общая схема исследования немножко другая. В первую очередь необходимо обосновать актуальность выбранной вами темы. Что такое актуальность? Это потребность ее выполнения именно сейчас, что она нужна, данная работа, именно сегодня и сейчас. Есть очень интересные примеры, когда со стороны кажется, что тема не актуальна, она вся исследована и так далее, но сам автор в 3 словах может вас переубедить. Один из моментов был тоже среднее звено, 4 класс примерно, тема изучения муравейников. Ну, казалось бы, о муравейниках знакомо уже всем и все. Кто они такие, почему они такие и так далее. Но в актуальности молодой человек прекрасно рассказал, что у них в саду появился муравейник, и мама и бабушка не совпали в точке зрения, что с ним делать. Одна говорила, что надо срочно выводить из сада, потому что все съедят, всю растительность, а вторая говорила, что муравьи – это защитники, и, соответственно, их надо охранять, беречь и изучать. Вот актуальность была для конкретного автора, потому что появилась проблема, стоит ли его уничтожать, либо стоит его поддерживать. А для этого нужно было изучить. Поэтому данная тема, исследовательская тема, была, и актуальность ее была доказана. Следующий момент – это выдвижение гипотезы, то есть формулировка предположения, недоказанная и не подтвержденная опытом догадка. Ну, по тем же муравьям вот гипотеза и была сформулирована, являются ли они полезными или вредными. Ну, то есть вот автор предположил, что они в зависимости от вида муравьев
для огорода от них будет либо польза, либо вред. Но это требовало изучения. Постановка целей и задач исследования – это следующий этап, то есть для чего мы это делаем. Следующий этап – определение объекта и предмета исследования. Чуть позже мы об этом поговорим, что к ним относится. Необходимо выбрать методики проведения исследования, собственно, провести само исследование и описать этот процесс, обобщить результаты, что получилось в конце, сформулировать выводы и дать оценку полученных результатов. Как видим, здесь нет достижения ожидаемого продукта и сопоставления его с заранее запланированным. Исследование – это изучение неизведанного, это получение результатов, о которых мы пока не знаем. Поэтому исследование отличается от проекта именно отношением к ожидаемому результату. Стандартные этапы исследования предполагают изучение литературы, то есть теоретическую часть, консультации с руководителем, проведение собственных исследований, которые могут быть натурными, полевыми, экспериментальными, либо аналитическими, в анализе полученных данных и в формулировке выводов. Поэтому, если сравнивать исследование и проектирование, то можно выделить несколько различий. Проектирование предполагает разработку и создание планируемого объекта или его определенного состояния, исследование этого не предполагает. Проектирование решает практическую проблему, а исследование – создание нового интеллектуального продукта, нового знания. Проектирование предполагает подготовку конкретного варианта изменения элементов среды, а исследование предполагает процесс поиска неизвестного. Ну и можно сравнить их еще по таким параметрам, как смысл выполнения проектной деятельности в создании нового продукта, а исследовательской деятельности в открытии нового знания. Проектная деятельность решает, как правило, практическую задачу, значимого в социальном плане, то есть для кого-то конкретного, а исследовательская деятельность носит познавательный характер или когнитивный. В проектной деятельности ожидаемый продукт личностно ориентированный, то есть носит субъективный характер, а в исследовательской деятельности он обезличенный, и ожидаемый продукт там не связан с каким-то конкретным лицом. Это знание достигается не для кого-то конкретно. Результатом проектной деятельности является продукт, исследовательской деятельности – открытие. В проектной деятельности ожидаемый продукт должен быть реализован, достигнут, а в исследовательской деятельности полученный продукт должен обладать способом доказуемости. Измеряемый результат нужен в проектной деятельности, а в исследовательской его может не быть. Но при этом на что хочется обратить внимание, что проектная деятельность не лишена этапа исследования, а исследовательская деятельность не лишена проектного содержания. Они весьма и весьма взаимосвязаны между собой. Если проектная деятельность – это выполнение задуманного продукта с воплощением его в практику, исследовательская работа – получение оригинальных результатов, не встречающихся в ранее опубликованной литературе, то существует еще один формат деятельности, который часто упоминается и при выполнении исследовательской деятельности, и проектной – это реферативная работа. Реферативная работа – это тот этап, когда из литературных источников формируется база теоретического материала, которая необходима и для выполнения проектной деятельности, и исследовательской. Но реферативную работу не стоит выдавать за исследовательскую, потому что сделанные в реферативной работе выводы были известны до вас, и они не содержат новых знаний. Поэтому наряду с понятием проектной работы и исследовательской обязательно нужно помнить, что существует понятие реферативной работы либо сбора материалов из известных источников. Как правило,
Жюри конкурсов исследовательских работ очень часто ставит низкие оценки за то, что нет, собственно, исследовательского этапа, собственно, практической деятельности, работа носит реферативный характер. Но мы должны помнить о том, что это первый этап и исследовательской, и проектной работы, сбор материалов. Поэтому на этом, пожалуйста, остановимся, потому что для того, чтобы собрать стартовый материал, обязательно нужно подготовить теоретическую часть, и это и будет этапом реферативной работы. Обязательным минимумом или культурой работы с источниками является составление выписок первоисточников или их конспектирование, то есть краткий сбор тех тезисов и позиций, которые вам кажутся правильными, нужными, базовыми для выполнения вашей работы. Обязательно при конспектировании необходимо указывать выходные данные источника. Это, как правило, на второй странице, если мы говорим о книге, об учебнике, о печатном пособии, на второй странице титульного листа показана фамилия автора, наименование работы, год, город, издание, год и количество страниц. Вот это и есть выходные данные. И когда мы берем в учебнике или где-то конкретную цитату, конкретный абзац нам, нужный нам, схему, мы обязательно должны указать страницу, из которой взят этот текст. Это тот обязательный минимум работы с первоисточниками. Ну а к чему нужно стремиться, это уметь фиксировать собственные мысли по поводу, то есть писать свои заметки, комментарии, то есть пропускать через себя полученную информацию. Уметь читать между строк, оформлять информацию уже в обработанном виде. Сейчас это называется понятием критическое мышление, то есть переосмысливать текст и находить в нем главное. Желательно сопоставлять точки зрения разных авторов, иногда они могут быть противоречивыми на тот или иной момент, который вас интересует. Ну и уметь анализировать опубликованную информацию с другой точки зрения, немножко ее заходя к ее анализу со стороны как бы другого человека, стороннего человека. За выполнением собственной работы следует следующий этап – это оформление текста. Это нужно и при исследовательской работе, и при проектной. Как правило, общий план работы стандартный. Это введение, основная часть, которая содержит теоретические и практические разделы, заключение, список литературы или библиографический список и приложение. Стандартный план введения содержит актуальность, цели, задачи, объект, предмет и практическую значимость. Актуальность – это обоснование, почему данной темой необходимо заниматься именно сейчас. Об этом мы уже говорили, что для каждого актуальность может быть персональной. Цель – это результат, которого должна достичь работа. Здесь основными ошибками бывает то, что ставится многозначная цель. То есть, с точки зрения русского языка, да, это сложно подчиненное предложение, либо с многими повторами. Цель не бывает первая, вторая, третья. Это должно быть простое предложение без перечислений. А вот шаги по достижению этой цели, или алгоритм, или последовательность выполнения заданий, это будут этапов, это будут задачи, которые позволят нам достичь поставленной цели. Объектом исследования является нечто большое, объект объективно существующий, то есть то, что существует вне нашего сознания, без нас. Оно было до нас и будет после нас. Это процесс или явление, которое породило поставленную нами проблемную ситуацию. В географии, если возьмем, часто курсовые работы у студентов пишутся на характеристику какого-то района. Я географ, да, поэтому свой пример привожу. Например, территория Крымско-Калинского района будет объектом нашего изучения. А вот с какой стороны мы будем изучать территорию района? Это уже предмет исследования, это тот аспект, со стороны которого исследуется объект. То есть я могу рассматривать население района, предметом исследования в данном случае будет население. Я могу рассматривать рельеф района, физико-географическую характеристику, то есть включающую чуть больше, чем
рельеф, там поверхностные воды, может быть растительность, почва и так далее. То есть предмет – это та сторона, тот аспект, с которой исследуется большой крупный объект. Ну и практическая значимость – это ответ на вопрос, где можно применить достигнутые результаты, для чего я эту работу делаю. Еще раз мы говорим о стандартных подходах к оформлению исследовательской работы. В стандартном плане основной части, как правило, описывается история и теория вопроса, методика, использованная для получения данных, описание полученных результатов и их характеристика, интерпретация и выводы по полученным результатам. В практической части сначала необходимо для себя составить план получения собственных данных, потом выполнить поставленный план и после выполнения процесса интерпретировать полученные данные. Почему мы говорим здесь о исследовательской работе? План может не иметь временных рамок, поэтому его выполнение, оно может у вас растянуться, но это не очень правильный подход. Чем точнее вы поставите периодизацию достижения результата, тем вы будете себя контролировать в плане их выполнения. То есть сегодня я должен сделать вот это, на следующую неделю я запланирую вот это, через 2 недели я должен прийти вот к такому-то этапу и так далее. Мне сложно судить тоже, какую тему вы выберете, да, там в математике, либо в биологии. В биологии намного легче все планировать, если мы рассматриваем объект живой природы, потому что он очень привязан к сезонности. Чаще всего, если в лаборатории, то тоже у него есть жизненный цикл, любой живой объект, он живет, развивается и так далее, поэтому периодизацию составить легче. В других отраслях, да, если там брать филологию, математику, вы сами должны поставить себе этот план получения данных, который нужно стремиться выполнять. Ну и после того, как вы выполнили вашу работу, нужно правильно суметь проанализировать полученные результаты, то есть интерпретировать полученные данные. По выполнению, собственно, прикладной практической части работы пишется заключение, в котором резюмируются те задачи, которые были поставлены во введении. И здесь очень важно, еще одна ошибка, которая очень часто допускается, это то, что резюме в заключении не соответствует задачам, поставленным во введении. Поэтому просто возьмите, снова прочитайте те задачи, которые вы поставили во введении, и постарайтесь дать ответ, достигнуты они или нет, как они достигнуты, все ли задачи выполнены. Для исследовательской работы абсолютно не страшно, если получен отрицательный результат, что вы планировали чего-то достичь и получить, а в итоге оказалось, что примененные методы не дают вам ожидаемого на старте результата. В исследовании это может быть. Очень много исследователей высокого уровня, прежде чем получить тот эффективный результат, который мы все знаем, которые являются там именными законами, способами, методами и так далее, да, там есть закон Ома, есть закон Ньютона и так далее. Но до того, как они получили этот результат, было очень много каких-либо ошибочных действий. Поэтому в исследовательской деятельности отрицательный результат, он тоже является результатом вашей работы, в отличие от проекта. Проект, еще раз, брошенный вперед. Если вы при проектной деятельности не достигли того результата, который вы выполнили, нельзя говорить о том, что ваша деятельность была успешной. В исследовательской работе можно говорить, что работа была успешной, но в каком плане, что выбранные методы показали свою неэффективность в данных условиях применительно к данному объекту, к данному предмету и так далее. Так тоже может оказаться. Здесь уже вам решать с руководителем,
позиционировать это на защите, либо корректировать тот перечень задач, который ставится в введении. И это тоже не страшно. При проведении исследовательской работы по выполнению практической части можно скорректировать содержание полученных результатов и ранее поставленных задач. С точки зрения эксперта, который видит вашу работу очень непродолжительное время, потому что на конкурс подается много работ, эксперт должен просмотреть их все, поэтому у каждого эксперта есть свой алгоритм знакомства с работой. Как правило, это знакомство с введением, потом с заключением и потом с основной частью. То есть для того, чтобы понять, насколько вы понимаете поставленные цели и их достижения, достаточно посмотреть короткое введение, короткое заключение. А как вы достигли этих результатов, основную часть можно просмотреть уже позже. Но ключевые ошибки несоответствия выявить можно сразу на сопоставлении текста введения и заключения. И при проектной деятельности, и при исследовательской деятельности в текстовой части работы, которую вы подаете, очень часто присутствует, и в исследовательской работе обязательно должен присутствовать список литературы или библиографический список. Здесь просьба обратить внимание, каждый раз обращать внимание на правильное составление этого списка. Во-первых, он должен быть по алфавиту, по фамилиям авторов, пронумерованным по порядку арабскими цифрами с точками, как правило. В начале перечисляются издания на русском языке от А до Я. После этого прикладываются издания с латинской графикой на английском, немецком, французском, испанском языках, если вы ими владеете и использовали иноязычную литературу при подготовке своей работы. Стандартные правила оформления библиографических ссылок установлены ГОСТом, но если вы с ним не знакомы, все равно нужно для себя иметь в виду, что указывается фамилия автора, его инициалы, полное название работы, место, то есть город, где находится издательство, само издательство, год издания, количество страниц. В последнее время требуется упоминание для новых книг, новых, последние 2 десятилетия будем говорить, да, наличие индивидуального номера, ISBN так называемый, который отсутствует в публикациях прошлого века, но он есть во всех новых изданиях. Это код, который позволяет по этому индивидуальному номеру очень быстро определить как раз таки и издание, и город, и так далее. Как правило, существует 2 основных подхода к оформлению библиографического списка, точнее к оформлению ссылок на список литературы, на то или иное издание, которое приведен в вашем списке литературы. Первый способ – это указание в тексте фамилии автора и года издания. Например, по мнению Григорьева, в скобках 1972 год, да, мы сослались на фамилию автора и на год издания и пишем что мы оттуда взяли. Второй способ – это указание только номера издания, под каким номером он находится в списке литературы, в вашем библиографическом списке. То же самое, по мнению А. Григорьева, и в скобках в квадратных мы ставим только номер издания. Григорьев у нас под номером 3, допустим, в списке. В скобках ставим квадратные скобки 3. Где тоже можно допустить ошибки. В списке литературы не должно быть источников, на которых нет ссылок в тексте, и наоборот. Как правило, если вы несколько раз уже с текстом работали, вы либо кого-то добавили, либо кого-то убрали уже из основного текста, а список литературы не пересмотрели. И у вас получается, что ссылки на литературу указаны там на 1, 2, 4, 8 источник, а в списке у вас их 10. И оказывается, что вы на 4 издания не дали ссылки, а в самом списке литературы они зачем-то есть. Поэтому здесь можно отметить еще один способ проверки. Когда вы уже отработали полный текст, как вам кажется, берете список литературы, снова проходите по тексту и отмечаете, где у вас ссылка на первое издание, где у вас на второе, где на третье и так далее.
Если у вас в тексте оказалось, что каких-то изданий не перечислены, возможно, вы сократили свой текст и убрали эту ссылку, убирайте ее и из списка литературы тоже. Если же вы видите, что в списке литературы издание вам правильно указано, вы с ним работали, но в самом тексте забыли указать, просто найдите тот абзац, который соответствует данному изданию, и проставьте на него ссылку. Поэтому оформление библиографического списка и ссылок на него по тексту – это тоже очень важный момент для оформления текстовой части работы, которую вы подаете на экспертизу, подаете на конкурс. Ну и если ваша работа содержит большое количество вспомогательных таблиц, рисунков, схем, а объем работы по требованиям конкурса ограниченный, то их стоит вынести в приложение, которые, как правило, не засчитываются в общий объем работы. То есть, если установлено, что работа должна быть не более 20 страниц, вы оставляете там только текстовую часть, ну, вместе с обязательным, конечно, титульным листом, содержанием, введением основной части, заключением и списком литературы, а крупные масштабные какие-то такие фотографии, иллюстрации, таблицы вы носите в приложение. Приложений может быть несколько. Все они отделяются от основной работы одним пронумерованным листом с надписью «Приложение», а дальше они могут иметь каждый свой порядковый номер. Если у вас, ну, условно говоря, там 38 фотографий, то они могут быть структурированы в несколько приложений, которые первые 6 иллюстрируют, допустим, там вашу первую точку, ну, если это взята какая-то там квадрат наблюдений. Следующие там 6 фотографий вам характеризуют либо другой сезон точки наблюдения, либо другую точку наблюдения. То есть здесь уже в зависимости от того, когда вам нужно направить читателя или эксперта к данному материалу, вы, соответственно, нумеруете приложение в самом тексте. То же самое с рисунками по тексту, с таблицами. И на каждое приложение ссылка должна быть обязательно, так же как на рисунки, фотографии и все остальное. Это что касается стандартных правил оформления. Печатные работы, если не прописаны, какие параметры к ним предъявляются в данном конкретном конкурсе, то, как правило, это односторонний формат печати на листах А4, левое поле 30 мм, правое 15, верхнее и нижнее 20. Стиль шрифта стандартный, это Times New Roman с 14 размером и полуторным межстрочным интервалом. Названия глав и параграф пишутся заглавными буквами, точки в заголовках не ставятся. Но еще раз обращаю внимание, для каждого конкретного конкурса могут быть прописаны свои требования, так что лучше их внимательно изучить, чтобы избежать потом последующей переработки. Это что касалось текстовой части. Важным этапом является подготовка презентации своей работы. К оформлению слайдов или к презентации работы предъявляются определенные эргономические требования. Материал, близкий по смыслу, должен располагаться рядом друг с другом. Последовательность изложения должна быть логическая. Презентация не должна быть перегружена деталями, яркими или контрастными цветами, а материал, предназначенный для запоминания, как раз-таки должен быть выделен либо цветом, либо подчеркиванием. Существует иерархия, что первый порядок выделения – это жирным, полужирным написанием, второй порядок выделения – это подчеркивание. При построении кадра или слайда графическая и текстовая информация должна занимать основное пространство монитора либо экрана. При размещении графиков, иллюстраций, приложений объем, соответственно, будет уменьшаться, поскольку текст будет носить уже вспомогательный характер. На экране представленность материала должна быть читаемая, поэтому не нужно стараться много материала вместить на один слайд. Что касается расположения, то основной текст он должен быть скомпонован в центре, самое важное в левом верхнем углу, ну и вспомогательные элементы, элементы управления и подсказки могут быть в нижней части слайда.
Это касается нашего русского языка, потому что у нас чтение идет слева направо. Если бы мы говорили, допустим, об арабском, то там компоновка была бы немножко другая, потому что текст читается справа налево, и, соответственно, самое важное должно было бы размещаться в правом верхнем углу. Здесь, в целом, если мы говорим, то компоновка кадра зависит от восприятия, целостного восприятия информации на слайде. Вот здесь хотелось бы обратить внимание на то, какой фон следует выбирать для презентации. У нас общая привычка читать текст в напечатанном виде. Белый фон и черные буквы – это восприятие на бумаге при хорошем освещении. Если вы готовите презентацию, которая будет потом разослана в качестве иллюстративного материала в распечатанном виде, тоже лучше использовать белый фон и черный текст. Если вы читаете информацию на экране, то тоже удобнее белый цвет и черный шрифт. Поскольку у нас ведется видеозапись, я основную свою презентацию делаю черным шрифтом на белом фоне. Если же вы готовите свою презентацию для показа в зале с помощью проекционной техники, то лучше выбирать черный фон и белый шрифт, поскольку при недостаточном освещении, которое очень часто бывает в залах, когда в дневное время светит солнце и жалюзи или шторы не обеспечивают достаточную темноту, то лучше выбирать черный фон и белый цвет, как показано вот в правой части слайда здесь. И принципы оформления кадра – это принцип минимализма, не нужно перегружать слайд. Принцип контраста, о котором мы говорили, черное-белое, желтое-синее также относятся к контрастным цветам. Принцип повторяемости, когда у вас слайды выдержаны в одной и той же манере, на одном и том же шаблоне, и появляется тоже целостность восприятия всей вашей презентации. Принцип упорядоченности, когда мы наверху у нас располагается заголовок, где-то в углу не очень привлекательно логотип. Логотип не всегда нужен, но есть требования некоторых конкурсов, когда вы свою презентацию делаете на шаблоне данного мероприятия. Ну и принцип близости, когда смысловые блоки и детали, они должны вытекать из одной из другой. И вот правило 1.6.6 здесь также представлен, что каждый слайд должен нести только одну общую идею, максимум использовать 6 строк текста, в строке использовать не более 6 слов, и в этом случае слайд будет читаемый. Много мелкой информации воспринимается очень сложно, а есть у психологов запоминание, да, что запоминается до 7 позиций, поэтому та информация, которая представлена на одном слайде, не должна выходить за вот эти рамки. Что касается цветовых характеристик оформления, в отношении используемых шрифтов и цветов фона необходимо учитывать постоянство, то есть использовать одни и те же цвета во всей вашей презентации, желательно. Принцип контрастности, мы уже говорили, чтобы цвета были контрастные. Соответствие размеров и значимости тех позиций на экране того текста, который является либо главным, либо вспомогательным. Равномерность использования, в том числе шрифтов, оптимальность соотношений и размеров, и равномерность, и не надо использовать на экране более 4 цветов. Вот в правой части слайда я вам постаралась показать, насколько это будет неудачно смотреться, если вы эти позиции не выдерживаете. Шрифт не нужно использовать разный. Если вы завели стандартные шрифты, они должны быть без засечек, без каких-то дополнительных элементов в буквах. В этом случае они хорошо читаются даже при не очень хорошем освещении. Контрастность. Желтые буквы на белом фоне видны очень плохо. Плохо видны на экране, еще хуже будет видно в аудитории. И когда слишком много цветов,
это очень тяжело воспринимается, что же из них главное. Поэтому старайтесь придерживаться вот этих принципов построения цветовой гаммы. К успокаивающим цветам относятся зеленый, оливковый, желто-зеленый. Цвет для сосредоточения – это черный, стандартный, с которым мы чаще всего работаем. Теплые, темные и коричневые цвета относятся к стабилизирующим. К подавляющим раздражение относятся холодные, темно-серые, черно-коричневые, темно-сине-зеленые цвета. Использование красного цвета и сочетание желтого и черного нежелательно в презентациях, поскольку эти цвета связаны с цветами, ну как назвать, опасности, предостережения и так далее. Вот красным цветом у нас показаны запрещающие знаки, как правило, и цвет опасности, огнетушитель у нас красный, а сочетание желтого и черного – это сочетание знаков радиоактивности, которые тоже подсознательно воспринимаются у нас как знаки опасности. Поэтому использовать желательно стандартное сочетание черного и белого цветов, либо в иллюстрациях зеленый, оливковый, желто-зеленый, темно-зеленый и так далее. Но не красный и не желтый с черным. Размер текста на слайдах также имеет значение, поскольку позволяет в том числе и продемонстрировать различие этого текста. Для заголовка желательно использовать размер шрифта в диапазоне 24-44, для подзаголовков меньше 22-24, обычный текст 18-24 и подписи данных тоже в более узком диапазоне 20-22. Список, применяемый на слайдах, может быть как маркированный, то есть показанный там точечками, так и нумерованный с цифрами. В целом в презентации желательно использовать 1-2 шрифта, причем, как правило, они делятся на основной текст и другой шрифт для заголовков может выделяться. Правило 6 было уже сказано, да, 5-7 строк на слайде – это идеальный вариант и не более 40 символов. А для выделения применяется введение другого цвета, изменение размера букв, начертание, в том числе курсивом, интервалы между буквами, это текст в разбивку так называемый, ну и некоторые другие приемы. Также в иллюстрациях желательно использовать наглядность. Она может быть как изобразительная, так и условно-графическая. К изобразительной относятся фотографии, рисунки, объекты word art, репродукции, а к динамичным иллюстрациям относятся видеофильмы, фрагменты и анимация. К условно-графическим таблицы, схемы, диаграммы, графики, то есть то, что можно преобразовать из текста. Для слайдов, для вашей презентации использование наглядности желательно, и оно должно быть преимущественным перед обычным текстом, потому что текстом вы читаете доклад, а иллюстрации позволяют быстрее осознать, схватить основную идею вашего тезиса, вашего выступления. Очень часто на слайдах выводятся таблицы для оформления, и здесь тоже следует помнить, что визуальная разбивка цветом различных столбиков и строк, оно позволяет легче найти нужную информацию. Вот первый пример оформления таблицы, просто разлинованная и заполненная монохромно. И второй вариант, когда разным цветом показаны строки и столбцы, которые позволяют намного легче воспринимать материал. Используйте цветовую гамму для выделения столбцов и строк. Но, как правило, встроенные инструменты PowerPoint это сразу учитывают. Также желательно использовать в своей презентации структуры, объемные диаграммы. Ну, в данном случае, например, один из примеров приведен, да, то есть структура, позволяющая
продемонстрировать взаимосвязи объектов. При отображении табличных данных в форме графиков желательно использовать двухмерные графики, а не трехмерные. Вот слева показан нежелательный вариант, когда используется, во-первых, красная цветовая гамма, очень насыщенная, и она связана с опасностью, да, визуально. И если мы посмотрим по результатам, по столбикам, очень тяжело определить величину этих столбиков, если они показаны в трехмерном воплощении. Все-таки линейная величина, она не требует наличия вот этой вот объема. И на правом графике, который выполнен в двухмерном плоском отображении, легче сравнить их между собой. Именно по той величине, которая, собственно, и требуется для показа. И еще раз об анимации хочется сказать, что не следует ею злоупотреблять, потому что она должна привлекать внимание, но не отвлекать. Иногда бывает, что когда ставят в презентациях, уже договорили все, что на этом слайде хотели сказать, а буковки все еще там движутся, поднимаются, текст набирается по одной букве и так далее. То есть всего хорошо в меру. И еще одна позиция, которую хотелось бы сказать, это текст вашего доклада и тезисы. Хорошее, красивое выступление без бумажки и как бы от себя, да, это результат тренировок, результат того, что вы репетировали выступление на основе четко составленного доклада. Следует учитывать, что текст, написанный полуторным интервалом и 14 шрифтом, он равен примерно 2 минутам чтения по времени. Стандартные выступления регламентируются, как правило, от 7 до 10 минут. Когда вы в менее знакомой обстановке, вы будете делать это немножко медленнее. Поэтому рекомендуется готовить выступление на 7 минут, что в принципе соответствует 3 страницам текста доклада 14 шрифтом полуторным интервалом. Больше не нужно. Доклад выводите отдельно. Не выделяйте в тексте на всех ваших 20 страницах «я буду говорить об этом, буду говорить об этом». Сделайте доклад, уберите лишний шрифт, лишний текст, уберите лишние графики из текста, оставьте их только на слайдах, которые вам нужны. И не игнорируйте составление доклада, который будет вашим хорошим помощником. Здесь он пригодится и вам, и тому человеку, который будет вам помогать переключать слайды, если на защите не используется презентер. Разные бывают условия проведения конкурсов, поэтому доклад должен быть написан именно текстом. В нем уже можно допускать более разговорную речь, поскольку вам так удобнее говорить на аудиторию, нежели какими-то сложными предложениями, которые написаны в вашей основной работе, в ее текстовой части. Но текст доклада не должен полностью повторять текст на слайдах. На слайдах должна быть визуализация, больше графиков, возможно, больше схем. А объяснить вот эти схемы и графики вы можете как раз-таки в своей уже устной речи. И не поленитесь в этом докладе сделать разбивку на слайде. Иногда отделяют текстом слайд 1, слайд 2, слайд 3. Но обратите внимание, даже сейчас, когда мы смотрим, мы не видим, какой номер слайда сейчас открыт, 38 или 39. И если вдруг вы собьетесь, к какому слайду возвращаться? Поэтому легче в этой разбивке текста прям подписывать для себя, какой слайд, что является на нем ключевым. Вот этот слайд я могу так и назвать, да, слайд «Доклад на защите». Какой-то слайд вы можете, слайд «Таблица», слайд «График синий». То есть то, что вам удобно, и то, что другой человек, который вам помогает листать, тоже легко поймет, какой слайд в данном случае нужно включить, какой из них является правильным и так далее. Это вам в помощь и вам, и вашему коллеге.
И еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание: репетируйте в том же формате, в котором будет проходить выступление. Если вы выступать будете в дистанционном формате перед экраном компьютера, значит репетируйте перед экраном компьютера и в том же формате, в котором будет идти видеоконференция, либо в Zoom, либо в Библиобаттоне, либо в том формате, который заявлен организатором. То есть умение переключать слайды в той программе, которая объявлена в качестве базовой для проведения видеоконференции. Если выступление будет в зале с большим экраном в очном формате, то и репетировать свое выступление тоже нужно в таком же формате, потому что в данном случае, скорее всего, вы будете стоять боком к экрану, у вас не будет в поле зрения полной той картины, которую вы дома можете видеть легко перед экраном компьютера, поэтому желательно репетировать так, чтобы вы краем глаза не стояли спиной к залу, а лицом к экрану не поворачивались, чтобы вы комфортно чувствовали себя при переключении слайдов, при обращении к аудитории и так далее. Репетируйте в том формате, в котором запланировано проведение защиты ваших работ. Ну и еще один момент. Очень часто по конкурсам заранее запрашиваются тезисы, как правило, на 1–1,5 страницы. Тезисы – это очень краткая выжимка из вашего доклада, где вы должны максимально убедительно описать свою работу либо свой проект. Здесь есть обязательные требования к тезисам. Это указание фамилии, имя, отчество автора, название работы, место работы либо учебы автора, город, страна, контактные данные, к которым относятся телефон и электронная почта. Ну, требования в разных конкурсах разные. Но от той страницы, которая вам давалась для объема, примерно 4-я часть уже может быть занята вот этими обязательными данными. Поэтому в тезисах не пишите ту информацию, которая не является вашей собственной. То есть не нужно там описывать историю, теоретическую часть работы, которую вы сделали по реферативным источникам. В тезисах всегда представляется результат вашей практической деятельности, то есть непосредственно то, что является главным в вашей работе. Поэтому короткими формулировками, перечислением указывайте только то, что сделано непосредственно вами. Как правило, иллюстрации, таблицы и графики в тезисы не включаются. Только самое главное, основные результаты вашей работы и сделанные выводы. Благодарю вас за участие в сегодняшнем диалоге, монологе, наверное, даже получилось. Желаю вам результативной работы, успешных выступлений и получать удовольствие от того, что вы делаете. Спасибо вам и удачи!